Наши детки подрастают. И еще одно, то, что мы точно знаем, как бы здесь не было хорошо на этой земле, какие бы урожаи здесь не были прекрасные на этой земле, так не будет всегда. Господь придумал что-то лучшее, намного лучшее. Что здесь есть самое лучшее, Бог придумал этого самого лучшего еще лучшее. И апостолы говорили, это нам даже на ум не может прийти. Мы даже представить себе не можем, что Господь приготовил для тех, которые любят Его. Представляете, да? Иногда кажется, ну куда уже лучше-то? Все так прекрасно в моей жизни. Куда еще лучше? А Бог говорит, тебе даже на ум это не приходило. Поэтому мы вот живем, а в особенности христиане, живем в таком предвкушении лучшего. Оно настанет лучшее. Обязательно. Как бы ни хорошо, это не значит, что у тебя сегодня вообще никак ничего не получается. Все беда, кругом беда. И то не то, и это не так. А когда даже у тебя все прекрасно. Бывают ведь такие дни, когда думаешь, Господи, да за что мне такая милость? Все у меня прекрасно. И супруга прекрасная, красавица, и дети молодцы, и работа у меня классная, и дом у меня прекрасный, и со здоровьем я сегодня себя чувствую хорошо. Куда еще лучше? А Бог говорит, слушай, это вообще ничто по сравнению с тем, что я задумал для тебя. И вот это ожидание, эта надежда, она дает большие-большие нам силы. Не цепляться за то, что здесь есть, не пытаться отвоевать у кого-то что-то, что у меня нету сегодня, а дает возможность сказать, меня ждет еще намного лучше. Дети говорят, да не может такого быть. То, что у нас сейчас, это самое лучшее. Ой, аминь, аминь. Давайте начнем мы уже начали, продолжим
наше служение с чтения псалма и с молитвы, и потом у нас будет прекрасное песнопение. Рима Павловна, пожалуйста, прочитай нам 2-й псалом. Мыла шижаны войтыр яс. Мыла Йозус мыв паланы кофтамсы. Мувывса ыксы яс панат суфтаны. Ыджидалыш яс ытвы вщорничаны Господлы, да сылын мавтыш тамалы панад. На Яшуаны ража масвылыш кыртад ясы, да шиби там асвылыш чеп ясы. Но ена жын олы щер аласнавылын. Господь яны дасная. Аслас кырлунан сиешу асналы, лёкыш дызмым нас повже дасная. Мемавтыш ты ащим ыксыас, да суфта десиас щиона, менам вежа керас выла. Ме виштала Господь лишь кывьяса, сиешу исменам. Те менам пи, талун мелои те над батян, хор меншим, и ме вичма да те над быткала войтырас да став муса, медым те ыджидален навылын. Те бырыдан наес кырд беддян, да шой доз ясысмос жуглалан наес торпырикач. Сичка вежерщалай ыксыяс. Лой мывкыдаш, мувыса ыджидалыш яс. Кес ялай Господлы полом пырыш, ним кодящий сыводжин вежа виджаман. Выла пуктай писа, медым сеес кырмы, да ти энакулай туй выланат. Отсылан скарлонас регоднин упнитас. Шудаш ставнас, сывыла плача кутыш яс. Аминь. Полно. Прочитаю в новом русском переводе этот же псалом. Зачем возмущаются народы, и язычники замышляют пустое? Восстают земные цари, и правители собираются вместе против Господа и против его помазанника. Цепи их разорвем, говорят они, оковы их сбросим. Восседающий на небесах смеется, владыка насмехается над ними. Тогда скажет им в гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я поставил царя моего над Сионом, моей святой горой. Возвещу волю Господа. Он сказал мне: ты сын мой, сегодня я родил тебя. Проси у меня, и отдам народы тебе в наследие, края земли в твое владение. Сокрушишь их железным скипетром, как сосуд глиняный расколешь. Поэтому образумьтесь, цари, научитесь, земные судьи. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Целуйте сына, чтобы он не разгневался, и вы не погибли в пути, потому что гнев его быстро вспыхивает. Блаженны все, кто у него ищет прибежища. Аминь. Этот псалом как бы не подписан, что это псалом Давида, но апостол Петр, однажды проповедуя в Иерусалиме, обращаясь к своим соотечественникам, цитирует места этого псалма и говорит: это наш отец Давид написал. И поэтому как бы мы говорим: да, это псалом Давида, хотя обычно написано, что это псалом Давида, а где-то нет. Но ощущение, что это действительно писал Давид. И он писал, когда кому-то из народов не нравилось, что Давид царь, что он царствует, и были претензии, с чего он решил, что он Божий помазанник. Но он действительно был Божий помазанник. Мы знаем это из Писания, что однажды пророк Самуил направил к нему, Бог направил пророка Самуила в семью Иессея, чтобы он среди его сыновей помазал царя в то время, когда был царь у Израиля Саул. И тогда пастушок, подросток Давид, который занимался своими овцами где-то на поле,
и как бы не был причастен к такому великому делу, как выбор следующего царя, Самуил выбирал из старших сыновей до Иессея, и когда Бог говорит, нет ни одного среди них. Есть ли еще кто-то? И Давид спрашивает, есть ли это? И тогда приводят этого Давида, и сказано, когда Самуил вылил на голову Давида елей, Дух Божий сошел. И никогда не покидал больше Давида. И вот это вот переживание присутствия Духа Святого в своей жизни помогало Давиду во все времена. Даже тогда, когда было очень опасно, тогда, когда восставали против него цари, тогда, когда восставали против него его ближние, подчиненные, тогда, когда сын восстал против него, он знал, что то присутствие Духа Святого, которое на нем есть, сохранит его во всяком месте. Поэтому это очень важно знать, что на тебе есть помазание Духа Святого. Мы называем себя христианами. А что значит это слово? От чего оно произошло? Христианин произошло от слова Христос. А что значит слово Христос? Слово Христос значит помазанник. И всякий человек, который говорит, я христианин, он исповедует всякий раз, я помазанник. И Давид в этом псалме говорит, я помазанник Божий. Может это показаться, Давид, надо быть скромнее. Не надо быть скромнее, когда ты говоришь правду. Он говорит, я помазанник Божий, и даже если все восстанут против меня, они не устоят. И это важно нам, христианам, это знать. Если ты исповедуешь Христа своим Спасителем, и ты принимаешь Его помазание Духом Святым, знай, на тебе есть эта охрана, есть сопровождение Божье, обеспечение Его. Исповедуй это в своей жизни, как Давид исповедовал. Аминь. Будьте благословенны. Давайте встанем на молитву и поблагодарим Бога за этот день. Отец наш, мы приходим к Тебе сейчас все вместе, Господь, во имя Иисуса Христа, потому что мы собраны ради Христа здесь, на этом месте. Ты, Господь, Иисус наш сегодня собрал. Мы не пришли смотреть концерт, мы не пришли посмотреть что-то удивительное, какие-то чудеса. Мы пришли ради Тебя, Иисус. Мы хотим, Боже, что-то переживать от общения с Тобой. Сейчас, Господь, мы переживаем Твое присутствие здесь. Мы переживаем, что Дух Святой Ты здесь. Ты касаешься каждого находящегося здесь, и детей, и взрослых. И спасибо Тебе, Господь, что сегодня этот день, когда мы исповедуем, что Ты, Христос, воскрес. Этот день, воскресный день, напоминает нам, что Ты был мертв, но Ты воскрес, Иисус, чтобы и каждого воскресить и дать жизнь. Полноценную жизнь на этой земле и вечности. Сегодня, Господь, мы благодарны Тебе за все Твои благословения, которые Ты посылаешь в нашу жизнь. Спасибо Тебе, Господь, Бог мой, что самый великий дар, которым мы нуждаемся, каждый человек нуждается, Ты сегодня даешь каждому. Это дар спасения от своих грехов, от своих неудач, от своих проклятий, от смерти, от страха смерти. Ты, Господь, даешь эту свободу, избавление, даешь прощение сегодня от каждого греха, Господь. Спасибо Тебе за это. И мы сегодня Тебе благодарны от сердца, что Ты, Боже мой, сегодня являешь свою милость к нам снова и снова. Снова и снова говоришь, Господь, люди, я вас жду, я вас люблю, я с вами хочу быть. Ты это говоришь нам через все происходящее. И, Господь, спасибо Тебе за этот день. Благослови нас каждого сегодня здесь пребывать и услышать именно то, что Ты каждому сегодня хочешь сказать. Чтобы никто не ушел сегодня без слова, которое Ты ему сказал, а он не услышал.
Господь, Ты молился, пускай у каждого будут уши, способные услышать. Я благословляю, Господь, церковь именем Твоим, чтобы услышать то, что Ты сегодня хочешь сказать каждому из нас. Во имя Иисуса Христа да будь прославлен Ты, Отец, Сын и Дух Святой, во веки веков. Аминь. Господь да благословит наших прославителей. Мир Божий, дорогая церковь, Олені Олем Доновичко. Имя Божие – крепкая башня. Именем Господним мы спасены. Призови имя Господа, и спасешься ты и весь дом твой. Давайте славить нашего Господа за чудесный дар спасения. Аллилуйя! Имени Господню хвала, Он достоин принять славу и честь. Так святые руки вверх мы вознесем, спеним имени Его, имени Его, имени Господню хвала, имени Господню, имени Господню хвала. Он достоин принять славу и честь. Так святые руки вверх мы вознесем, спеним имени Его, имени Его, имени Господню хвала. Достоин, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, Ты достоин, святой наш, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, славим Тебя. Иисус наш, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, Ты достоин, святой наш, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, славим Тебя. Имени Господню хвала, Он достоин принять славу и честь. Так святые руки вверх мы вознесем, спеним имени Его, имени Его, имени Господню хвала, имени Господню хвала. Он достоин принять славу и честь. Так святые руки вверх мы вознесем, спеним имени Его, имени Его, имени Господню хвала. Достоин, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, Ты достоин, святой наш, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, славим Тебя. Иисус наш, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, Ты достоин, святой наш, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, славим Тебя. Достоин, достоин, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, Ты достоин, святой наш, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, славим Тебя. Иисус наш, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, Ты достоин, святой наш, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, славим Тебя. Царь царей, Бог богов, славим Тебя. Царь царей, Бог богов, славим Тебя. Славим Тебя, Господь наш, слава Тебе, аллилуйя. Доброе утро, дорогая церковь. Прочитаем от Марка 8 главу с 34 по 38 стихотворение. Читаем на коем языке. Исус чукастис есе, да величишесе, да шуус налый. Коди къс емун неме бърша, мед вунадес ашис, ашсе, мед боштас ашис крессе, да локтас ме бърша. Коди къс е вичне ашис олемсе, воштас сеес,
Mi văsnă de Evanghelie văsnă, olemse voșteș vigeasые. Loaslы мортеслы бур, voștască asle stau muiugăță, a olemse voștas. Viermase bărniobne ași solemse. Коды тая мыжа, да пежас ылалым йöz пövsten, яндышас меиш, да менам кывесыш. Сыш яндышас морт пи. Корлокта свежа ангел яскет, батислым джиртлунен. Иисус нам подарил заповеди блаженства, то есть счастье. И еще Он нам сказал, что посеет человек, то и пожнет. Сегодня праздник жатвы. Что ты сеял весь год? Обдумай, что ты пожал в этот год и что еще пожнем. Споем о заповедях Божьих. Блаженны те, кто кроток и смирен, им в наследие землю оставляет Бог. Блаженны те, кто мир всегда творит, им скажет Бог: ты истинно мой сын. Ибо Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И где мы сеем добрыми делами, в свое время там вырастет любовь. Ибо Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И где мы сеем добрыми делами, в свое время там вырастет любовь. Блаженны все, кто духом обнищал, им Бог откроет доступ в небеса. Блаженны, кто за истину гонит, ведь Царство Божье им принадлежит. Ибо Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И где мы сеем добрыми делами, в свое время там вырастет любовь. Ибо Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И где мы сеем добрыми делами, в свое время там вырастет любовь. В свое время там вырастет любовь. В свое время там вырастет любовь. Блаженны все, кто правды возжелал, они ею насытятся сполна. Блаженны те, кто милость проявил, тому окажет милость Божий Сын. Ибо Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И где мы сеем добрыми делами, в свое время там вырастет любовь. Ибо Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И где мы сеем добрыми делами, в свое время там вырастет любовь. В свое время там вырастет любовь. В свое время там вырастет любовь. Слава Ему! Аллилуйя! Здравствуйте, дорогая церковь. Так, 2 Коринфянам, 6 глава, с 1 стиха. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания,
чтобы не было порицаемо служения. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Бураса Доновичка. Зеврад мы старше муна, тая кадна слоктенет. Слава Богу, потому что ты туда не ткуча локтенет. Мы колы вычнеся, и ендо расколоматещенеся, вочне щелемся медем локнеся. И купадне ен мыслишнимся медем миянес, миекарес, мушис, мездис. Господи, янме, слава Богу, великий Господь, мир мам, купадне тенчит дошкам-то, щувне тенчит. Мите вовен, кулем щенис и локтен, та мовулас, Бырловжин, миян весна медеми, локтем тедора. Аминь. Твое имя вознесу на ком языке. Oșca te
Доброе утро. Я прочитаю из послания Галатам, слова апостола Павла, 2 глава, 16 стиха. «Мы знаем, что человек получает оправдание не соблюдением закона, а верой в Иисуса Христа. Поэтому и мы поверили в Христа Иисуса, чтобы и нам быть оправданным верой в Него, а не соблюдением закона. Соблюдением же закона не оправдывается никто. И если мы, ища оправдание через Христа, оказываемся такими же грешниками, как и язычники, значит ли это, что Христос распространяет грех? Ни в коем случае. Ведь если я вновь пытаюсь оправдываться через соблюдение закона, что некогда сам же отверг, то этим я показываю, что я нарушитель закона. Закон приговорил меня к смерти, и, умерев, я освободился от власти закона, чтобы жить для Бога. Я был распят с Христом. И уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня. Я не отвергаю благодать Божию. А если бы оправдание можно было получить через соблюдение закона, то это значило бы, что Христос умер напрасно. Аминь. Мы еще хотим спеть одну песню о жатве. Обратите внимание на эти плоды, какие они красивые. Но они не пришли просто так к нам, да? Мы что-то сеяли, да? И мы пожинали, и мы принесли сюда. И это так красиво и так вкусно. Спасибо Господу за то, что Он придумал это, чтобы мы сеяли и жали. И мы споем песню «Легкие кружатся паутинки». Легкие кружатся паутинки, сыплет позолотою листва. Ветер у небес махнет слезинку, урожая вновь пора пришла. Каждый год земля дарить готова все, что пожелаешь посадить. И арбузов аромат медовый мне напомнит лето позади. Сеяние и жатва, Господа закон, сеяние и жатва, так задумал Он. И теплом, и светом все живет кругом, и земля согрета Господом Христом. В жизни, как и в поле, так бывает, что посеешь, то и прорастет. Кто-то плод достойный собирает, кто-то сорняки растет весь год. Был ли ты охвачен суетою, или молитва, как река, текла? Что тобой посажено на поле, жизнь твоя покажет и дела. Сеяние и жатва, Господа закон, сеяние и жатва, так задумал Он. И теплом, и светом все живет кругом, и земля согрета Господом Христом. Горсточку зерна сожми в ладони, там ведь жизнь заложена Творцом. Если ты на камень их уронишь, будешь горько сожалеть потом. Так склонись смиренно над землею, почву приготовь в молитве, друг. Небеса Господь тогда откроет, и зальется щедро Божий дух. Сеяние и жатва, Господа закон, сеяние и жатва, так задумал Он. И теплом, и светом все живет кругом, и земля согрета Господом Христом. Сеяние и жатва, Господа закон, сеяние и жатва, так задумал Он. И теплом, и светом все живет
земля согрета Господом Христом. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Закон сеяния и жатвы. Что ты сегодня посеял? Что ты, может быть, не досеял? Давайте посеем сейчас. Когда есть в церкви такое служение, пожертвование, давайте жертвовать на добрые дела. Церковь должна служить, должна сеять не только весной, круглый год. Мы сеем добрые дела и пожнем, возможно, в вечности. Господь видит сердце каждого. Давайте подарим Господу. Аллилуйя. Все, что Ему принадлежит. А мы споем. Лучший день во дворах Твоих, чем в шатрах нечестия. Прожить мне сотни лет без Тебя. Сердце мое говорит о Тебя. Ищите моего лица, и я буду искать Тебя всегда. Жажду я Тебя, как иссохшая земля. Жаждет дождя, жаждет дождя. Ищу лишь одного, пребывать в доме Твоем, красоту Господню созерцать. Лучший день во дворах Твоих, чем в шатрах нечестия. Прожить мне сотни лет без Тебя. Сердце мое говорит от Тебя. Ищите моего лица, и я буду искать Тебя всегда. Жажду я Тебя, как иссохшая земля. Жаждет дождя, жаждет дождя. Ищу лишь одного, пребывать в доме Твоем, красоту Господню созерцать. Жажду я Тебя, как иссохшая земля. Жаждет дождя, жаждет дождя, жаждет дождя. Ищу лишь одного, пребывать в доме Твоем, красоту Господню созерцать. Жажду Тебя, Иисус, я жажду Тебя, Господь. Жаждем Тебя, Господь, жаждем Тебя, Иисус. Господь, Господь, Иисус, жаждем Тебя. Господь Бог наш, спасибо Тебе, что когда мы нуждаемся в Тебе, Господь, в помощи от Тебя, в разумении от Тебя, в исцелениях, в мудрости, в Слове Твоем, Ты говоришь: придите ко мне, я помогу вам.
Эта жажда в нашей жизни, она проявляется по-разному, в разных обстоятельствах, Господь. Но всегда Ты говоришь: придите ко мне все труждающиеся, все обремененные, все, у кого есть проблемы, придите ко мне. Я разрешу их. Я благодарю Тебя, Господь, что этот путь к Тебе открыт для всех. И путь служения Тебе также открыт. Мы не только приходим к Тебе, Господь, когда нам тяжело или трудно, и в чем-то мы нуждаемся, но, Господь, мы также можем приходить к Тебе, чтобы послужить Тебе, послужить людям. Мы приходим к Тебе, и Ты даешь нам это право служить Тебе. В том числе этими приношениями, Господь, мы хотим служить Тебе, служить Твоей церкви, служить, Господь, тому делу, которое Ты призываешь церковь сегодня. Благослови, Господь, всякую душу, всякую руку дающую, Господь. Пускай никто не переживает о каком-то недостатке в своей жизни. Но все, Господь, всякий дающий, Ты говоришь, и рука дающего никогда не оскудеет. Ни один, надеющийся на Тебя, никогда не постыдится. Спасибо Тебе за это. Благослови все эти приношения. Прими их, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну а теперь приглашаем наших самых молодых, задорных, ярких сестер и братьев наших церквей. Приглашаем деток на сцену. Помогайте нам петь новую песню. Как природа хороша, восторгается душа, не нарадуемся мы, видя реки и холмы. Это Бог все так устроил, чести славы Он достоин. Когда слышим соловья в дальней роще у ручья, сердце хочет петь Творцу за природу красоту. Это Бог все так устроил, чести славы Он достоин. Сотворил Бог для еды очень вкусные плоды, Он нам дождик посылал, чем же Ты Ему воздал? Это Бог все так устроил, чести славы Он достоин. Как прекрасно все вокруг, это дело Божьих рук, Он все чудно сотворил и нас, деток, не забыл. Это Бог так устроил, чести славы Он достоин. Это Бог все так устроил, чести славы Он достоин. Это Бог все так устроил, чести славы Он достоин. Подарите Ему славу, аллилуйя. Аллилуйя, слава Богу. Слава Богу, рад вас видеть здесь. Слава Богу за вас. Скажите, кто дал вам жизнь? Точно Бог? Вот точно? Ты тоже так считаешь, что Бог дал тебе жизнь? А что тогда с этой жизнью надо делать? Благодарить Бога, да? А еще что? Радоваться этой жизни, как подарку от Бога. А еще что? Хранить ее, потому что это не наше, это Божье. Правда? Молодцы, слава Богу за детей. Хоть что-то знают.
Давайте помолимся, благословим детей наших. Господь, Бог наш, спасибо Тебе за то, что мы можем приходить к Тебе и в раннем возрасте, и в пожилом возрасте, и на смертном одре, Господь. Мы можем прийти к Тебе и сказать: Боже мой, спасибо Тебе, Ты мне дал жизнь. И мы сегодня, Господь, благодарим Тебя за жизнь, которую Ты дал нам, каждому. Наша жизнь исходит от Тебя, Господь. Ты как вдохнул эту жизнь человека однажды, так и сегодня, Господь, это происходит. Спасибо Тебе, Боже мой, что мы можем благословлять наших детей перед Твоим лицом, просить Твоей охраны, защиты, Господь, во всяком деле, благоразумием давать. Это благочестие пускай в них развивается и растет. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за все. И сегодня они будут славить Тебя всеми теми дарами, тому, чему их научили, Господь, церкви. Пускай каждое стихотворение, каждая песня, каждый танец будет от сердца к Тебе, Господь, во славу Твою. Прими, Господь, всякое служение наших детей во имя Иисуса Христа. Аминь. Так, что мы делаем? Пока или сразу? Сразу? Ну, ясненько. Прославителям спасибо. Падают листья в парках, лесах и садах. Дней уже мало лучистых, значит, день жатвы настал. Ждем все Христа его жатву, с верой и трепетом ждем. Спелых колосьев охапку из детских сердец соберем. Слава тебе, наш Спаситель, слава за твой урожай. Молим тебя, наш Учитель, детям своим помогай. В день жатвы, в день благодарения мы все пристали пред тобой. Прими сердец и уст хваления, Творец и наш Отец благой, за то, что создал нас премудро, нам мир прекрасный подарил, за то, что с нами ты повсюду, Господь, тебя благодарим. Господь когда-то посадил в нас зерно. Прошло немало времени, и вот взошло оно, цвело оно и зрело. И радовались мы, что укрепилась вера. Мы отошли от тьмы. Все люди, братья, сестры, плоды любви Отца. Так открывайте души, впускайте свет в сердца. Ты доброе посеешь, ты доброе пожнешь, и жить уже не в мире, а с Господом начнешь. Буду петь, танцевать, лишь его прославлять. Восхваление мое не прекратится. Буду петь, танцевать, лишь его прославлять. Восхваление мое Споем еще раз, буду петь. Буду петь, танцевать, лишь его прославлять. Восхваление мое не прекратится. Буду петь, танцевать, лишь его прославлять. Восхваление мое не прекратится. Как Давид, все равно я буду танцевать. Пусть смеются люди надо мной, а я буду только Бога прославлять.
буду петь. Буду петь, танцевать, лишь его прославлять. Восхваление мое не прекратится. Буду петь, танцевать, лишь его прославлять. Восхваление мое не прекратится. Буду петь, танцевать, лишь его прославлять. Восхваление мое не прекратится. Буду петь, танцевать, лишь его прославлять. Восхваление мое не прекратится. Давид, все равно я буду танцевать. Пусть смеются люди надо мной, а я буду только Бога прославлять. Как Давид. Как Давид, все равно я буду танцевать. Пусть смеются люди надо мной, а я буду только Бога прославлять. Аллилуйя! Давид, все равно я буду танцевать. Пусть смеются люди надо мной, а я буду только Бога прославлять. Как Давид. Как Давид, все равно я буду танцевать. Пусть смеются люди надо мной, а я буду только Бога прославлять. Аллилуйя тебе, Иисус! На-на-на-на-на-на, эй, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, эй, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, эй, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, эй, на-на-на-на-на. Как Давид, все равно я буду танцевать. Пусть смеются люди надо мной, а я буду только Бога прославлять. Как Давид. Как Давид, все равно я буду танцевать. Пусть смеются люди надо мной, а я буду только Бога прославлять. Буду только Бога. Буду только Бога прославлять. Буду только Бога. Буду только Бога прославлять. Давайте воздадим Ему славу. Мы пришли сюда сегодня славить милости Господни. Дал Он людям всем плоды, чтобы радовался ты. За прекрасный урожай ты хвалу Ему воздай. Имеем мы спасение, и нет нужды ни в чем. Имеем одеяние и кровь над головой. Имеем что покушать, и нет нужды ни в чем. И Божье мы Слово мы слушать приходим мы в Твой дом. Земля дала плоды нам, и рады мы сейчас. Сердечное спасибо прими, Господь, от нас. Всем привет! Это подростки Коми Церкви. И сегодня
вы увидите, что люди думают о празднике жатва. Поехали! Как думаете, что такое жатва? Здравствуйте. Так, жатва. Жатва. Ну, мы празднуем жатву в церкви. Получается, мы благодарим Бога за те дары, которые Он нам дал. Жатва в детстве – это поедание вкусных сладких кукурузных початков, а когда ты взрослый, ты понимаешь, что жатва – это ты сам, срезанный овощ. Ты сам на столе у Господа Бога, Он тебя нашел, Он тебя вырастил и срезал. И ты счастлив. Жатва – это праздник собирательства в миру, получается. А в христианском виде это день благодарности Богу за плоды. Праздник, который изначально отмечали в израильском народе. Праздник сбора урожая. Когда они праздновали собранный урожай и благодарили Бога за урожай и плоды, которые Господь позволил им вырасти. Большой вопрос. В каком смысле? Если в аграрном смысле жатва, то жатва – это когда плоды поспели, надо их убирать. Все правильно. А, вот это и есть. Да, время уборки урожая. Хорошо. А если так посмотреть в духовном плане? В духовном плане жатва. Ну, во-первых, Христос когда-то сказал, посмотрел на поля, на людей, вернее, и сказал ученикам, посмотрите, нивы уже побелели, не готовы к жатве. То есть что-то происходит, когда люди готовы откликнуться на какой-то зов Бога, голос Божий, да, созрело, что созрело уже тогда, и когда надо вот собирать уже эти зрелые. И в этом духовном плане я думаю, что разные периоды бывают, как жатва не всегда, а только какой-то определенный период сезона. Также и жатва вот в народах, в обществах тоже в разное время она происходит. И вот иногда чувствую, что вот она созрела. Люди очень откликаются на Слово Божие, как будто они давно ждали этого. Еще жатва – это такое пророчество. Пророчество, когда Иисус Христос сказал, придет время жатвы, когда Он пошлет ангелов, и они соберут всех избранных. Это то, что мы ждем. Когда мы сегодня празднуем жатву, то мы как бы пророчески провозглашаем, что будет великая жатва, когда Господь все соберет. Не останется ни один, который скажет, ой, меня тут забыли. Ангелы позаботятся, соберут всех. Следующий вопрос. Зачем христиане празднуют жатву? Ну, я уже, получается, ответила на этот вопрос. Ну, получается, мы славим и благодарим Господа за то, что Он всегда о нас заботится, и за то, что Он всегда с нами, всегда заботится, и Он никогда нас не оставляет и дарует нам плоды. Я не могу тебе точно вот одним словом ответить, зачем празднуют, но я считаю, что у христиан должны быть такие праздники, сильные, значительные праздники, когда они понимают, для чего они вместе собираются, что им нужно вместе обсудить, как это понять, и все это во славу Божию. А вы знаете, какой закон жатвы? Ну, я думаю, закон жатвы всегда один. Что ты посеешь, то ты и пожнешь. Если ты посеешь картошку, то апельсин ты уже не соберешь. Закон жатвы. Что посеешь, ты и пожнешь. Что посеешь, то и пожнешь. Первый раз, вообще, насколько я понимаю, Бог произносит это слово, хотя это явление было, но вот первый раз сам Бог произнес это слово жатва после потопа, когда Ной вышел из ковчега, и Господь сказал, подними свои глаза, посмотри, новое явление, радуга, никогда такого не было. Он говорит, это знак того, что сеяние и жатва никогда не прекратится на земле, пока земля есть. Поэтому это вот книга Бытия, а после потопа 8 глава, надеюсь, 22 стих. Правильно, давайте зачитаю. Бог сказал Ною, что пред дни земле сеяние и жатва, как день и ночь, не прекратятся. Бытие, 8 глава, 22 стих. Все правильно. Пожалуйста, жестами радость праздника жатвы. Ой, там, наверное, больше про усталость,
когда все выкопаешь, сожнешь, а радость, наверное, радость. Аллилуйя. Давай, Софья, покажи. Ну, радоваться нужно, а показать не могу. Улыбаться и играть. Ура, слава Богу! Вот, все. Я не знаю. Как часто мне можно это? Спасибо за интервью, Богдан Бендарский. Аллилуйя! Все правильно. Большое спасибо вам, что приняли участие в нашем интервью. Очень рад. Продолжайте в этом же духе. Спасибо. Всегда буду готов. Аминь. С вами была Коми Церковь. Но мы точно знаем, что все равно над всем этим Господь Бог мой. Мыши могут съесть, воры могут украсть. То есть наша надежда все равно не на эти плоды, которые дает нам земля, а на Господа Бога нашего. Раз. Раз. А у нас? Раз. Он всегда оберегает, он хранит и помогает, он самый близкий и родной. Ребята, просто здесь не нажимайте это самое на кнопочки, да, аккуратненько. Раз, два, три. Не понял юмора? Давайте вот этот возьмем. Простите, что... Так, Маша. Да, аккуратно, только вот здесь за низ держите. Давайте мы его сюда вставим. Он не вставится. Среди преград, среди сражений лишь Он дает нам утешение. Наш Отец, Он Бог, Он Папа мой.
от беды нас укрываешь, просим мы, всегда прощаешь. Ты самый близкий и родной. Любишь нас, всегда нас слышишь, мы твоим дыханием дышим. Наш Творец ты Бог, ты Папа мой. Папа, 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 все в твоих руках. Добрый, верный, святый, папочка ты наш. Вновь ты нас прощаешь и любовью наполняешь, папа. Папа, 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 все в твоих руках. Добрый, верный, святый, папочка ты наш. Вновь ты нас прощаешь и любовью наполняешь, папа. Папа. Ава, 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 Малех העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שובה, שובה, תסונב, לכי לך, אוכנך הבא. אטטה. פאפה, 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 все в твоих руках. Добрый, верный, святый, папочка ты наш. Вновь ты нас прощаешь и любовью наполняешь, папа. Папа. Поздравление на жатву было. Я думаю, все благословились этим поздравлением от детей. Похлопаем мне еще раз. Они старались, трудились. Спасибо Надежде Васильевне, спасибо Лене. Они очень много занимались с детьми. А сейчас я предлагаю окунуться в 2009 год, когда у нас также была здесь жатва, и мы готовили видеоролик небольшой. И там Антон Некрасов был как журналист, а я была как репортер. Суть ролика в том, я немножко расскажу, потому что слова свои я уже не помню. Я была, получается, на сцене и спрашивала, где вы, куда вы, в какую страну поехали, с кем познакомились. Так что не обращайте внимания, если там будет небольшая пауза. Принимали участие в этом ролике все наши братья и сестры из церкви, вы их узнаете. Посмотрим? Можно свет выключить. И звук там не очень был, конечно. Да, я вас прекрасно слышу. Да, здравствуйте. Замечательно. В Африке погода здесь прекрасная, плюс 60 в тени, речки, туристы, обезьяны, все мне здесь нравится. Здесь много живности. Ай, кусает крокодил. Ну, пошел он. Я хотел бы вам представить нашего спонсора. Чай Нури. Нури чай так прекрасен, хоть и выглядит ужасно. Я хотел бы вам представить представителя африканского племени Айрака Клумба Патрику Лумумбу, которая хочет передать вам, жителям Республики Коми, огромный привет. Юмба-тумба-румбумба-хумба-ха! Здравствуйте. Юмба-хумба-ра-тара-турумбум-ха! Крокодайл! Ха! Она вам желает счастья, успеха, мира, благополучия.
Аюмумба, хемба, тумба, харатумба, е. И она хочет вас поздравить с праздником жатвы. Хара кадарасура бадарохо, хесурокха. В этом году был большой урожай бананов, кокосов, ананасов и крапивы. Ха-е-е-е-ха. И она хочет еще раз передать вам большой привет и приглашает вас к себе в гости в свое племя. Аюмумба суруха. До свидания. Это был Патрика Лумумбу из племени Айракаклумба. Стройка в городе Душанбе. Мы ведем свой репортаж из солнечного города Душанбе, где сейчас в данный момент температура плюс 35, солнце, на небе не облачко, погода просто прекрасная, все ходят в майках, в фуфайках. И я хотел бы вас познакомить с одним очень замечательным человеком, Джамшутом Ибрагимовичем Рамшутовым. Джамшут, добрый день! Салам алейкум, дорогие мои начальники! Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Я и мои собратья поздравлять вас! Большая замечательная праздникова 8 прилавка! Я и мои друзья хотим вас поздравить с замечательным праздником жатвы. В этом году было много персиков, шкумана, сардолу, 2 штука. В этом году было очень много урожая, яблок, персиков, и выросло всего 2 сорняка. Приезжайте к нам, работников мало, не хватает, зарплата хорошая, начальника обещала. Приезжайте к нам, работ много, работников мало. И это был Джамшут Ибрагимович Рамшутов. Ташакур. Я был еще в Японии, в стране восходящего солнца. Я хочу вам представить представителя древнейшей династии Дзиньцзинь, Люньци Дзиньсю. Добрый день! Здравствуйте! Он поздравляет вас с праздником жатвы и хочет вам подарить стих собственного сочинения. Солнце встало на востоке встало солнце, солнце на востоке встало, на солнце встал восток. Он вам желает счастья, успехов, здоровья в личной жизни. Будьте счастливы и всегда живите с Богом. До свидания. Это был Люньци Дзиньсю из династии Дзиньцзинь. Да, я был в Северной Америке и встретился там с ковбоем, которого зовут Майкл без Майкл. Hi. Привет! We are cowboys from North America and send you big hi to your sisters and brothers to your common church, yeah. Мы, ковбои Северной Америки, шлем вам большой огненный привет, братьям и сестрам Коми Церкви. Yeah. We congratulate you to your holiday. Yeah. Мы поздравляем вас с праздником жатвы. We yesterday have big congratulate and holiday. У нас вчера было служение, и мы все дружно славили Господа за дар, что Он нам дал. Be happy and healthy and serve to our God. Будьте здоровы и служите Господу. С вами был я, Антон Картошкин. Будьте счастливы, здоровы, всего лучшего и до свидания. Да-да, конечно.
Там я познакомился с интересными людьми, и одна из них отослала вам огромный привет от всего индийского народа. Здравствуйте, меня зовут Манджуша Минамахини. Так совпало, что в нашей церкви в Дели тоже был праздник благодарения, и мы не смогли приехать к вам в гости. Мы дружно славим Бога за то, что Он нам дает. Ждем вас в гости и хотим вам передать свой музыкальный подарок. Жил-был дед, и посадил он как-то репку. Выросла репка большая, небольшая. Пошел дед тянуть репку, но не смог ее вытянуть. И позвал дед бабку. Тянут, потянут, вытянуть не мог. Думают, что же делать? И позвали они слона. И вытянули репку. И, пользуясь случаем, хочу передать привет Джамшуту из Душанбе. До свидания. С вами был Антон Картошкин. Счастья, здоровья, уважайте слонов и любите Бога всегда. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. Вот видите, в церкви есть место и веселью, а не только слезам. Слава Богу, спасибо детям, спасибо преподавателям воскресной школы, которые готовились, молодежи спасибо, спасибо тем, которые потрудились во славу Божью. То есть это все тоже плоды, вот это жатва. Если посеешь, подготовишься, то будет какой-то плод и какой-то результат в том, что мы видим. Давайте встанем все-таки на ноги наши и поблагодарим, отдельно поблагодарим Бога за все дары, которые мы сегодня имеем в своих погребах, в своих холодильниках, на столах, все, что мы собрали в этом году, то, что мы раздали в этом году, пускай это будет благословением для всего. Аминь. Давайте я что-то возьму в руки. Давайте возьму гранат. Гранат – это такой библейский фрукт. В Писании очень много сказано о гранате. И даже на одежде священников были такие вышитые и сделанные из бронзы гранатовые фигурки, да, которые у них висели. Кто-то даже говорит, что, может быть, в Эдемском саду не яблочко было, а гранат. Может быть. Но гранат, он чем интересен? Там очень-очень много вот этих семян, которые мы кушаем. Обычно мы семена выплевываем, а у граната мы их кушаем. Да? И их очень много. И Писание говорит, что плодов также, Божьих плодов, даров, которые в нас произрастают, их огромное количество в нас. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем жить на этой земле. Ты, Господь, так захотел создать землю, создать планету. Ты захотел создать человека. Ты захотел, прежде чем поселить человека на этой планете, создать ее красивой. Ты создал, Господь, все нужное для человека. Создал растительный мир, животный мир, наполнил воды рыбами, всеми морскими обитателями, землю наполнил. И в самом конце Господь сотворил нас. Ты, Господь, всегда такой. Ты не посылаешь нас в пустыню, где ничего нет,
А Ты, Господь, даешь нам изначально свои благословения, чтобы мы могли жить на этой земле. Мы, Господь, ничего не придумываем, чтобы у нас были эти плоды в руках. Мы просто их сажаем из того, что там Ты нам дал изначально. Эти семечки, эти семена. И все это нам дал, Господь. Я благодарю Тебя, Боже мой, что Ты дал нам разум, руки, способности, понимание, как сделать так, чтобы был хороший урожай. Дал нам, Господь, силы, здоровье. Благодарю Тебя за это. Боже мой, сколько всего произрастает на этой земле. Люди, ученые ищут, где-нибудь есть, нет подобная планета, где бы столько всего разнообразного было, и до сих пор не нашли. Ты избрал одну планету, наполнил ее всеми благословениями и наполнил ее людьми. И мы сегодня, Господь, пожинаем эти плоды того, что Ты посеял однажды. Посеял по своей любви, Господь. Наполнил это. И Ты предлагаешь нам участвовать в этом творении дальше, в сеянии и в жатве. Ты предлагаешь нам вместе трудиться с Тобой, сеять, пожинать. И не только, Господь, эти плоды, дары этой земли, но Ты, Господь, желаешь через это научить нас чему-то большему. Ты учишь нас, Господь, что наши дети – это то же самое, эти те же семена, которые мы сеем, Господь, но то, что мы будем вкладывать в них, то и вырастет. Они не сорняки. Ты предлагаешь нам, родителям, вкладывать в наших детей время, силы, знания и, самое главное, любовь, чтобы из них получились добрые люди. Благословение получилось из них. Ты также, Господь, говоришь, посмотрите вокруг, сколько людей, в которых надо сеять Твое Слово. Потому что Ты говоришь, Твое Слово – это как семя. И оно также приносит свои плоды, но чтобы принесло плоды, его надо посеять однажды. Спасибо Тебе, Господь, что Ты доверяешь это сеяние своей церкви. Именно церкви. Не народов, не обществу, не государству, а только церкви доверил это семя. Семя Твоего Слова Божьего. Спасибо Тебе за это. И Ты уверен, Господь, что эти семена принесут большие-большие плоды. Сейчас, Господь, земля наполнена людьми, которые знают Тебя. В каждом континенте есть церковь Твоя. В каждом месте есть Твои люди, которые знают и провозглашают Твое имя. Но Ты говоришь, этого мало. Я хочу еще большего, чтобы многие люди избавились от силы дьявола, от лжи, но имели, Господь, общение с Тобой, надежду на будущее. Могли сегодня мы жить в любви Твоей. Ты говоришь, я изливаю свою любовь на вас. Радуйтесь ей. Мы сегодня Тебе благодарны, Господь, за то, что Ты щедро сеешь. И Ты точно знаешь, будет великая жатва однажды. Сказано, ангелы придут со всех 4 сторон и соберут жатву. Это говорит о том, что вся земля, каждый уголок земли не будет забыт Тобой. Ты говоришь, соберешь, Господь, эту великую жатву из спасенных людей. И мы просим Тебя, Господь, чтобы каждый, кто сейчас находится в этом месте, в этой церкви, каждый был в числе этой великой жатвы во имя Иисуса. Молю Тебя, Господь, пускай наши близкие родственники, дети, мамы, папы, братья и сестры были однажды в этой великой жатве для Царствия Небесного. Благослови нас, Господь. Мы благословляем наш город, нашу страну, нашу республику, нашу страну, Господь, чтобы как можно больше людей были в этой жатве. Во славу Твою. Спасибо Тебе, Боже мой, за то, что мы можем с детства слышать, что все доброе происходит от того, что посеяно в наше сердце. Ты говоришь, наши уста говорят только то, что посеяно в нашем сердце. Ты говоришь, мы делаем только то,
что посеяно в нашем сердце. Сей, Господь, свое слово в наше сердце. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Господь да благословит всех вас. Садитесь, пожалуйста. Спасибо вам всем, кто принес эти плоды. И еще на столы, что принесете вы. Благодарю вас всех. Давайте еще, у нас коротенько, не так много времени есть. Давайте мы прочитаем Слово Господне. Аллилуйя. Вначале прочитаю вам притчу, которую однажды Иисус рассказал народу. И это записано в Матфея, в 13 главе, с 24 стиха. Здесь такую притчу Иисус предлагает всем нам. Иисус рассказал им другую притчу. Царство Небесное можно сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами. И вот, когда все спали, пришел его враг и посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда пшеница взошла, появились колосья, то стали заметные сорняки. Слуги пришли к хозяину и говорят: «Господин, ты же сеял на поле хорошие семена, откуда же появились сорняки?» «Это сделал враг», — ответил хозяин. Тогда слуги спрашивают: «Может, нам пойти и выполоть их?» «Нет», — ответил хозяин. «Когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. Пусть то и другое растет до жатвы, а во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их в пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в мое хранилище». Какое самое известное место Писания, которое приходит тем, которые уже много лет в церкви? Иоанн 3,16. Ну-ка процитируй, Никита. Аминь. Вот в этом великой вести, которую Иисус сказал: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И дальше Он говорит: для чего это? Дабы всякий верующий не погиб. И вот эта притча тоже об этом же говорит. Чтобы никто не погиб. Чтобы никто не погиб. Это то, о чем озабочен Бог. Чтобы никто не погиб. И эта притча тоже в этом же русле. Он говорит: вот поле у хозяина. Кто такой хозяин? Кто этот хозяин? Бог. И в Писании очень много раз мы читаем о поле. Поле, посаженное с пшеницей, с поля пришел работник. И всегда это вот весь мир. А хозяин этого поля сам Бог. И вот посмотрите, Он сеет. Он сеет. Он всегда сеет что-то. Это его желание — сеять и сеять и сеять. И вот Он посеял пшеницу. Сказано, самое лучшее зерно взял и посеял. Но вот чудо. Сеял-то пшеницу, и взошла пшеница. Но кто-то посеял и другое зерно, другие семена. Там сказано, что это не хозяин земли сеял, а враг хозяина. Мы как бы предполагаем, кто такой враг. Да? У нас есть подозрение, кто этот враг. Как его зовут? Слово «сатана» или «дьявол», оно переводится по-русски как «противник». Тот, кто противится. Этими противниками можем быть мы всему хорошему.
Этими противниками можете быть вы. Я говорю, например, церковь, завтра все выходим благовествовать. И вы говорите, да иди ты сам, тебе и надо, тебе и ты иди. Кто вы стали для меня? Противниками. Ну, фактически дьяволами. Потому что дьявол противник. И вот у Бога всегда есть противники. Те, которые говорят, нет, ты хочешь этого, а мы не хотим этого. Понятное дело, что источник этого противления всегда дьявол. Потому что он первый, который однажды взбунтовался против Бога и стал противником. Как легко стать противником. Ну вот, сказано, когда все спали, он посеял плевелы, да, в другом переводе сказано. И когда то и другое пришло время выходить из-под земли этим семенам, появились и пшеница, и появились плевелы, сорняки. Но для нас это не новость, правда же? Кто морковку в этом году сеял? Все сеяли. А только морковка на грядках вылезла? Или что-то там еще появилось? Кто сеет? Точно вам говорю, вот когда вы спите, когда вот только за порог сдачи, калитку закрыли, туда заходит враг и начинает сеять. Сеет и сеет, сеет и сеет. И вы приходите и говорите, вроде морковка была. Откуда этот сорняк? И что вы начинаете делать? Пропалывать. Скажите, много пропадает при этой прополке морковки? Бывает ведь? То есть нам не очень жалко. Мы говорим, ну, в основном-то ведь останется, ну, несколько десятков морковок я потеряю при этой прополке. И теряем. И в этом мы очень не похожи на Бога. А Бог говорит, как бы это естественное состояние. Мы говорим, надо полоть. И там тоже слуги сказали хозяину, надо полоть. Он говорит, нет, не будем мы полоть. Почему? Так не делают. Потому что, когда вы будете полоть, вы обязательно вырвете пшеницу. А моя задача, чтобы никто, ни один человек, ни одна пшеница не погибла. Это вот огромная разница между нами и Богом. Как мы относимся друг к другу и как Бог относится к человеку. Нам не очень жалко, сколько погибнет. Десятки тысяч, сотни тысяч. Жизнь такая, говорим. А Бог говорит, я не хочу, чтобы хотя бы один погиб. Я жизнь отдам за то, чтобы этого не случилось. И вот эта притча нам говорит об этом, что хозяин переживает за каждую пшеницу. Нет, говорит хозяин, когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. В наших глазах иногда такое бывает, что мы не очень отдаем себе отчет, что действительно каждый человек дорог. У нас есть какой-то счетчик в голове, какое-то сравнение, когда мы оцениваем людей и говорим, вот из этого получится толк, а из этого не очень. Когда смотрим на детей, мы думаем, ну из этого, наверное, что-то получится, а из этого кто его знает. Правда же? Иногда мы смотрим на людей, которые в таких трудных обстоятельствах попали, и мы думаем, ну из этого уже ничего не получится. А иногда смотрим на человека, красавец, такой вот, все у него при нем. И очень надеемся, что вот этот человек будет как-то полезен церкви, обществу и всем остальным прочим. А потом смотришь через некоторое время, а он все потерял. Ты даже и узнать его не можешь. У Бога не так. Он смотрит на всех и видит каждый потенциал. Вы помните, как вот сегодня мы читали,
вспоминали об этом, когда Самуил пришел помазывать царя, то он тоже смотрел на лицо. И Бог говорит: не смотри на лицо. Я не смотрю на лицо, то есть на внешность. Я смотрю куда? Я смотрю на сердце. И вот проходят один за другим старшие братья, а Господь смотрит на сердце и говорит: это не он, это не он. И потом приходит молодой парень-пастушок и говорит: это именно он. Хотя по виду, какой он царь? Белокурый, румяный мальчик, больше похожий на девочку. Какой это царь? А именно он, по сердцу моему, Господь говорит. И так часто бывает. Например, это проблема отцов, когда мы не совсем понимаем наших детей и что из них получится. Это проблема Якова была. Вначале Исава, вернее. Исаака. У него родилось 2 сына у Исаака, Исав и Яков. И хотя было пророчество, что младший будет в благословении, Исаак, отец, не прислушался к этому пророчеству, и ему был более близок Исав. И он как-то благоволил к нему. А Яков такой маменькин сыночек был всю дорогу. Но все-таки, в конце концов, случилось то, что сказало пророчество, сказал Бог. Яков будет большим. И действительно, этот младший обрел и первородство, и его имя, которое Бог дал ему, Израиль, стало именем всего народа. Это такая проблема бывает нашими с отцами, когда мы не можем рассмотреть действительно, что и как-то делим, кому будет благоволение Господне, а кому нет. Однажды апостол Павел написал такие слова. 1 Коринфянам, 4 главе, 5 стиху. Он говорит так. «Ни о чем не судите заранее, ни о чем, но ждите возвращения Господа. Он все тайное сделает явным и обнажит скрытые намерения человеческих сердец. Тогда каждый получит от него...» Что получит? Похвалу. Мы приучены думать, что мы говорим даже друг другу: вот Господь придет, Он вам всем покажет. А у апостола Павла другой взгляд был. Когда Господь придет, каждый получит что? Похвалу. Апостол, ты о чем? Разве там на орехи нам всем не достанется? За все наши прегрешения, за то, что мы что-то не сделали, что хотели, можно было сделать. Апостол Павел совсем другой взгляд. Он говорит, когда Господь придет и будет всем раздавать, все получат похвалу. Разная она будет, эта похвала, но это будет похвала. Вас радует это? Или вы все-таки так сжались и думаете, ну нет, там, наверное, получим мы вот такое-то число. А апостол Павел другой взгляд. Бог, который заботится, он говорит, сорняки не выдергивайте, пускай растут. И они будут также получать эти сорняки вместе с пшеницей и солнце, и дождь, и тепло, и все необходимое. Они будут получать. Почему? Потому что я хочу, чтобы пшеница не погибла ни одна. Мы же говорим, нет, надо вытравить тех, которые не такие, как мы. А то, что да, когда будем чистить ряды наши, ну, пострадает кто-нибудь, ничего страшного. Это же чистка идет, прополка. Насколько человек далеко ушел от сердца Бога. Говорит, нет, пускай даже сорняки, самые злостные преступники, они тоже будут получать Божье мое благословение. И солнце, и дождь, и тепло,
и все благословения, которые достаются праведникам. И он говорит, ничего не делайте заранее, не судите, не выносите приговор заранее. Когда Господь придет, Он обнажит скрытые намерения человеческих сердец, и тогда каждый получит от Него похвалу. Но от чего же тогда все это зависит? Вот эта похвала от чего зависит? От чего зависит похвала, которую человек получит? Ой, тяжелый вопрос, знаю. Ой, тяжелый вопрос. На этом вопросе раскалываются благодатники и законники. На этом вопросе раскалывается церковь. На этом вопросе это очень тяжело. Почему, Господь, я получу похвалу однажды? Может быть, я потому что я сладко пел? А может быть, я правильно дергал струны? А может быть, я на жатву приносил плоды? А может быть, я верно сидел на своем месте в церкви? А может быть, я проповедовал, благовествовал, я кормил там тех, которым надо накормить. Поэтому похвалу я получу. Это все очень хорошо. И это очень прекрасно, все, что мы делаем. Но почему мы это делаем? Почему Господь нам это позволяет делать? Посмотрите, есть место Писания. Это Римлянам, 9 глава, 15 стих, 16, 15-16 стих. Когда апостол Павел рассуждает о том, почему Израиль – это избранный народ Божий. Почему? Что он такого особенного сделал? И сделал ли израильский народ что-то особенное, что Бог его назвал избранным? Что они сделали? Можете назвать хоть одну причину, чтобы Бог сказал, вот вы мой избранный народ? А? Ну, хоть одну назовите. Ну, поройтесь в своей памяти. Ну, что-нибудь найдите. Ничего не найдете. Невозможно сказать, о, Бог избрал израильский народ себе избранным народом, потому что он то и то, и то, и то, и то, и то и сделал. Нет ни одной причины. Ни одной. И апостол Павел, сам еврей, осознавая это, он говорит, напоминает слова Бога, которые он сказал Моисею. Я помилую того, кого помилую. Пожалею того, кого пожалею. Поэтому имеет значение не желание или усилие человека, а что? А милость Божья. Милость Божья. Нас иногда бросает в эту сторону, что Господь похвала мне будет, потому что я, хотя бы никого не убил. Слава тебе, Боже. Я такой-то хороший, потому что я помогаю бабушке переходить через дорогу. Я такой-то хороший. Писание говорит, милость Божья, я милую, потому что я хочу миловать. Я жалею, потому что я хочу жалеть. И вопрос милости не в том, что кто-то хочет этого из людей, а потому что я этого хочу. Вот христианская вера этими отличается от всех вер на земле, а их множество, что христиане говорят, мы спасены только по великой милости Божьей. Даже если я очень добропорядочный человек, даже если я никого не послал никуда словом, это не значит, что поэтому Господь мне уготовил свое Царство Небесное. Это единственная вера, которая говорит,
Если ты спасен, то спасен только по великой милости Бога. И других шансов просто нету. И это самое тяжелое в это поверить. Намного легче поверить, Господи, скажи, что мне сделать? И многие люди так спрашивали. В Писании очень много мест, где сказано, Господи, что повелишь мне сделать? Это первый был вопрос Савла, который будет апостолом Павлом. Первый вопрос его к Богу, Господи, что ты мне повелишь сделать? Он думает так, как все люди думают. Господи, скажи мне список, дай мне, что я должен сделать. Я буду спокоен, если я это сделаю. Но потом он переосмысливает и говорит, мы помилованы, потому что Бог милостивый, а не потому что, Господи, что ты повелишь мне сделать, я сделаю, поэтому я заслужу что-то от тебя. Вот удивительный Бог. И Он так открывается христианам. Как не говорить о таком Боге? Бог благ, Бог милостив. Бог сохраняет весь этот мир, который в Его руках, праведника и неправедника, преступника и благочестивого человека, чтобы, не дай Господь, повредить праведнику. Не будем вырывать сорняки, не будем прорежать, не будем искать тех, которые не совсем с нами. Он говорит, не трогайте ничего. Это работа небес. Ангелы придут, и они соберут. И они не потопчут ни одну пшеничку. Итак, все зависит от милости Божьей. И этому говорит многие места Писания. Многие места Писания об этом говорят. Апостол Павел, когда говорит, что никого не суди, он также это говорит и о себе самом. Ведь прежде чем осудить кого-то, мы же очень сильно, прежде всего, осуждаем самих себя, правда же? Да ведь? Мы это можем не показать, но мы так сильно себя, просвечиваем, как через рентген, сами себя, находим много ошибок в себе, и начинаем съесть себя изнутри. Апостол Павел был такой же человек, как все мы. И у него были ошибки свои. Но он говорит в послании к Коринфянам, той же 4 главе, прежде чем он сказал о том, что ни о ком другом не думайте заранее и не выносите суды, прежде он сказал о себе самом. 1 Коринфянам 4 глава, с 3 стиха. И он говорит довольно резко. «Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я и сам не сужу себя. Совесть моя чиста, хотя это не оправдывает меня. Но мой судья – Господь». Это очень сильное заявление человека. Вот если кто-то сейчас скажет такое же, не судите меня, я же мать, мы скажем, ну, конечно, как это тебя не судить, когда ты себя ведешь безобразно. Но чтобы не осудить, это надо сильно потрудиться над собой. А чтобы научиться не судить другого, апостол научился не судить себя. Он говорит, даже если такой момент будет, что я ничего не нахожу с собой, чист как стеклышко, это не значит, что я прав. Потому что Господь, возможно, с другого ракурса увидит совсем другие вещи в моей жизни. Поэтому это бессмысленно судить себя. Может так случиться,
что у тебя вот какая-то пелена на глазах, и ты говоришь, я во всем прав. Поэтому я угоден Богу. Я во всем прав, я так считаю, поэтому, Господь, у тебя шансов нету считать по-другому. Он говорит, это не работает так система. Даже если я буду считать, что я во всем прав, я могу оказаться неправ. А если действительно я за собой нахожу многие косяки и начну себя судить, то к чему это приведет? А это приведет только к тому, что надо искать других, кто хуже меня, чтобы на их фоне я выглядел более или менее предпочтительнее. И к этому мы все приходим. Только встаем, если на этот очень скользкий путь, когда мы начинаем себя оценивать, судить, мы обязательно найдем людей, которые хуже нас. И чтобы наша совесть успокоилась, мы скажем, так, ой, Господи, этот же убийца. Я же этого никогда не делал. Этот же матершинник. Я же отродясь не матерился. Этот же вор. Я же никогда ничего лишнего не взял. Этот же не ногой в церковь, а я же каждое воскресенье. Это очень скользкий путь. И апостол Павел говорит, не вставайте на этот путь. Уповайте на милость Божию. Господь мне судья, а Он милующий судья. Это Он дает мне возможности делать какие-то добрые вещи, добрые поступки. Это Он доверяет мне какое-то служение. Это Он дает мне возможность что-то совершить доброе на этой земле. Но даже если я это и все и совершил, это не значит, что я загнал Бога в угол, и у Него нет другого шанса, как помиловать меня. Он не поэтому милует, а потому что так хочет. А не потому что я его поставил в шах и мат одним ходом, и Бог говорит, все, сдаюсь. Аминь. В этом наша надежда. На милость Божью. В этом наша надежда. Более того, когда мы сеем что-то по весне, мы можем много труда вложить, а по осени ничего не собрать. Так часто бывает. Когда люди сеют, делают все возможное, и ничего нету. Это как несколько лет мы с Римой Павловной на даче сажаем, навоз привозим, то привозим, третье привозим. Сколько посадили, столько взяли. Ну, не чуть больше, конечно, всегда в плюсе, но это как бы не то, не вложение, не корм не в коня, как говорится. А в этом году мы ни грамма навоза не положили. Один раз мотыгой прошлись, но такого урожая я в своей жизни не видел. Чему это учит меня? Ты, конечно, можешь много трудиться, но последнее слово за Богом. Ты можешь просто вот на коленях ползать, убирать эти сорняки. Но это еще не гарантия того, что у тебя получится урожай. Последнее слово за Ним. Его милость, Его благость. И так всегда. И самое же главное не картошка, самое главное не помидоры и огурец. Самое главное моя душа. Она самая ценная. И я могу проиграть в своей жизни, если я начну думать, что я могу как-то уговорить Бога, чтобы Он сделал мне добро и принял мне Царство Божье. А как я Его уговорю? Всеми добрыми делами, которые возможны. Ты должен делать добрые дела. Должен, потому что ты человек. Но это не гарантия, что ты спасешься. Совершенно нет. Потому что спасение вечное зависит от милующего Бога. И больше ни от чего. Вот сейчас проверь свою реакцию. Ты напрягся от этой новости или расслабился? Тебе хорошо от этой новости? Господи, спасибо Тебе, милость Твоя велика. Либо же ты напрягся, как это? Как же мои добрые дела, если они вообще есть?
Вы все добрые люди, конечно же. Каждый из вас очень много делает добра на этой земле. Кошку погладить – и то доброе дело. Можно ведь кошку пнуть и сказать «пошла вон», а можно кошку погладить. Это разные вещи. И кто-то пинает, а кто-то гладит. Я надеюсь, что здесь люди собрались, которые не пинают, а гладят. Правда же? То есть мы все добрые люди, но это не залог нашего спасения. И то, что вот эти дары здесь представлены, это здесь много труда и много пота. Но этот труд и пот не залог того, что это выросло. Залог того, что это выросло, Божья милость, Божья щедрость, который дал солнце, дождь, тепло. И просто захотел, чтобы этот арбуз вырос. Аминь. Иногда нас подмывает сказать, какие мы классные люди, как мы потрудились. Но иногда это не работает. Итак, мы иногда как бы вот, о чем я начал говорить, чуть-чуть я ушел в сторону, ну ничего страшного. Смотрите, а когда-то Бог, обращаясь к пророку Исаии, обращается к нему и говорит: к народу. Израиль по сравнению с другими народами всегда был такой маленький народ. Вокруг него были огромные народы, многочисленные народы. Израиль никогда этим не отличался. Но Бог обращается к пророку и говорит: скажи народу, меньший из вас станет тысячью, младший могучим народом. Когда наступит время, то я, Господь, быстро совершу это. Быстро совершу это. Интересные слова. Бог говорит, на первый взгляд кажется, что это маленькое и незначительное. Но на первый взгляд кажется, церковь, сколько здесь? Человек 50. И что? Как это может повлиять на общество? Как это может повлиять? Бог говорит, не смотри на это. Из малого, из одного я могу сделать 1000. Из слабого я могу поднять сильное. И дальше он добавляет, я сделаю это очень быстро. Вроде бы в наших руках, но чтобы из одного 1000 получилось, для этого нужно время. Чтобы из малочисленного получилось многочисленное, для этого нужно время. А Бог говорит, я это сделаю очень быстро. Как Он это сделает, вообще непонятно. Но Бог говорит, времена и сроки в моих руках. То, что нам кажется, для этого нужно очень много времени, Бог сделает очень быстро. И вот мы живем во времена, когда это время, то есть события, меняются очень быстро. Очень быстро на наших глазах. И то, что было раньше привычным, может сильно измениться в наших глазах. То, что нам казалось раньше что-то незыблемым и великим, может стать ничтожным. А то, что казалось ничтожное, малое, не имеющее никакого значения, станет решающим на жизни этой планеты. Это пророчество было обращено к Иерусалиму, Израилю. Вот сегодня мы когда подумаем, что вообще, какое влияние евреев, Израиля в этом мире, оно огромное. Израиль как был и остался крошкой.
Правда же, на карте? Но влияние Израиля и евреев во всем мире огромное. В правительствах, в парламентах, в банковской системе, в военной системе. Их огромное количество. И это как это возможно? Такая крошка земля, а из нее вышло столько народов, которые влияют на весь мир. Кого-то это раздражает. Огромное количество людей, которые этим очень недовольны, говорят, везде они. Куда ни кинь, везде они. А кто-то говорит, это же пророчество. Так Бог сказал, и так будет. Вроде бы крошечная земля, крошечный народ, а сегодня имеет великое влияние на все события, которые происходят на земле. И это твой вопрос, как ты на это будешь реагировать. Ты согласишься с пророчеством Божьим и скажешь, Господь, это твоя милость, это ты делаешь так. Либо скажешь, недоволен я этим. Это твой вопрос. Насколько ты примешь Божье Слово в свою жизнь. Итак, с чего мы начали? Земля – это поле Господне. Я верю, что вы все пшеница. Более того, я верю, что все люди пшеница. Все люди пшеница. Потому что в каждом человеке есть семя Божье. В каждом человеке есть жизнь Божья. И для Бога это все пшеница. Но мы иногда позволяем себе решать, кто пшеница, а кто нет. Мы. А Бог этого права человекам не дал. Мы сказали Богу, предложили Ему свои услуги. Господь, давай-ка мы приведем тут порядок на земле. Распределим, кто пшеница, а кто нет. Бог сказал, нет, я вам этого не поручаю. Это будут делать ангелы. Господи, спасибо Тебе, что Ты снял с нас эту работу. Прорежать и решать, кто пшеница, а кто сорняк. Это не наше дело, не нашего ума дело и не наших потуг дело. Бог посеял пшеницу. Ну, посмотри на своего соседа. Ну, улыбнись ты ему. Ну, так скажи же ж ты ему, пшеница ты Господня. Ты не сорняк. Ты не сорняк. Ты недоразумение на этой земле, а Бог тебя посадил. Среди нас сорняков нету. Аминь. Порадуйся за соседа. Порадуйся за того, кто рядом. На улицу выйдешь, порадуйтесь за людей, что они не сорняки. Мы как бы не даем им права на это, мы как бы внутри решаем, но это все, это сорняк точно. Его только ожидает гиена огненная и больше ничего. Посмотри на него другими взглядом, это тоже пшеница. И Господь также его охраняет, и однажды Господь пожнет и меня, и его, и соберет в свои житницы Царствие Небесное. Аминь. Как же нас подмывает взять в руки серп и пойти полоть. Как же нас подмывает. Господь говорит, зачем это тебе грязная работа? Дай эту работу ангелам, они разберутся. Смотри на всех, как на Божью пшеницу, на хлеб. Что такое пшеница? Это хлеб. Это хлеб, который принесет пользу для другого. Этот человек принесет пользу для другого. Приносит и еще много принесет. Ой, Господь, какой добрый, какой благой Бог в нашей жизни. А мы его черним. Мы думаем, Бог очень строгий, вот не дождется, как взять что-нибудь и всех нас порубать, как вот этот японец.
чуть что сразу за нож и сразу рубит всех. Он не такой. Аминь. Это радостная новость. Это добрая новость, что тебе не надо выискивать сорняки среди людей. Ты не прокурор. Ты не следственный комитет. Ты не надзиратель. Ты хлеб. Питай этим хлебом людей. Во имя Иисуса Христа благословляю тебя на это. Хлебушки вы наши. Аминь. Ну, улыбнитесь мне сейчас, чтобы я точно знал, что вы меня сильно не судите, что вы со мной, что вы рады мне, что вы улыбаетесь мне, как сам Христос улыбается мне. Не стесняйся улыбаться. Даже если зубов не хватает, ничего страшного, улыбнись. Скажи: пастор, я с тобой. Все против тебя, я один за тебя. Сказал Петр: если все отрекутся, я никогда. Вот он осудил всех 11 апостолов, правда же? С этими словами: если все отрекутся, я никогда. Он сказал: они все сорняки, а я одно пшеница. А Бог ему показал: ничего подобного. Они такие же пшеницы. Аминь. Встань на ноги наши. Аллилуйя. Если у кого-то есть желание попросить у Бога милости, чтобы быть вот этой пшеницей угодно Ему, а не сорняком. Если ты видишь себя сорняком, а не пшеницей сегодня, ты осуждаешь себя, я не такой, то попроси у Бога милости сейчас. Господь, дай мне увидеть, что Ты очень любишь меня, Ты милуешь меня. Я не сорняк в Твоих глазах, я пшеница, посаженная Тобой. Загляни в свое сердце. Я буду сейчас молиться молитвой, которую ты можешь повторить в своем сердце. Или послушать. А дальше однажды можешь ты повторить ее сам. Отец Небесный, Бог Всемогущий, Бог, в чьих руках вся земля, и я тоже. Ты видишь меня, Господь. Видишь мое сердце, видишь мои мысли. Я очень часто осуждаю себя. Я очень часто недоволен собой. Я боюсь приходить к Тебе в молитве. Я думаю, что Ты меня осуждаешь. Но я прошу Твоей милости ко мне. Дай мне, Господь, по-другому посмотреть на Тебя, как на Бога милующего. Я хочу, Господь, по-другому посмотреть на себя, как на любимого Тобой, как на принятого Тобой. Я прошу Тебя, прости все мои грехи. Я их осознаю. Прости все мои грехи, которые я сознательно делаю, либо несознательно. Я прошу Тебя, приди в мою жизнь и помоги мне все наладить. Пускай жизнь будет радостью. Пускай моя жизнь радует Тебя, пускай моя жизнь радует меня и моих близких. Помоги мне в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Если эта молитва соответствует тому состоянию сейчас, то прими ее. Скажи на нее аминь в своем сердце.
Проси у Бога, чтобы Он поменял твое мышление, взгляд на себя и на Него. Во имя Иисуса Христа. Отец наш Небесный, я прихожу Тебе сейчас во имя Иисуса, я благодарен Тебе, что мы здесь, в храме Твоем, можем находиться, Господь, и в простоте пребывать здесь, Господь, пребывать в Твоем благословении, в Твоем присутствии. Однажды, когда блудный сын вернулся домой, то отец сделал большой праздник. И когда возвращался старший его сын, ты говоришь там в притче, он услышал пение в доме и танцы, и он очень рассердился, что вся эта радость ради его сына, его брата непутевого. Но, Господь, Ты радуешься за всякого человека, который приходит к этому осознанию по милости Твоей, что Ты его любишь и прощаешь все его грехи. Ты говоришь, что на небесах ангелы радуются. Ты говоришь, Господь, на небеса ликуют за каждого грешника, который приходит к осознанию того, что он любим небесным Отцом и прощен им. Спасибо Тебе за это. Господь, спасибо Тебе за этот день, когда мы здесь можем в простоте своей перед Тобой благодарить Тебя, Господь, за все дары, которые мы имеем, за плоды, которые взращивает земля, Господь, и это Твоя милость к нам, Твое благоволение к нам. Мы, Господь, благодарны Тебе за все дары, которые мы имеем от Духа Святого. Ты дал, Господь, особенные дары нам, чтобы мы могли жить в этом мире, служить друг другу, благословлять друг друга. Спасибо Тебе, Господь, Бог мой, за великий дар, самый главный для нас. Это дар спасения для вечной жизни. И, Господь, я молю, чтобы никто здесь стоящий не пропустил этот дар мимо себя, но каждый, Господь, обрел этот дар, который Ты даешь безвозмездно. Спасибо Тебе за это. Благослови, Господь, каждого из нас этот день, предстоящую неделю, Господь. Боже мой, по Твоей великой милости дай нам сотворить что-то доброе в этом мире, кому-то послужить. И пускай за все это будет только Тебе одному хвала, небесному нашему Отцу и Сыну Иисусу Христу и Духу Святому во веки веков. Аминь. Будьте благословенны. Благословите друг друга. А если ты не знаешь, как это делать, то прими благословение. И скажи, в следующий раз я тоже хочу благословить кого-то добрыми словами, пожелать что-то доброе. Порадуйся, что ты не сорняк, и порадуйся за соседа, что он тоже не сорняк, а то, что он доброе, что это называется? Добрая семья. Что у нас с день рождения? Давайте поздравим именинников наших. Если там есть тоже молитвенные нужды, то принесите их сюда, мы тоже это все зачитаем и поздравим, кого надо. Так, Александр Мишалов, говорят, у тебя день рождения было. Позволь нам тебя благословить. Здесь есть светильник? Нет, хорошо. Кто не знает, это Александр Андреевич Мишалов. Очень хороший человек. Меня еще ни разу не бил. Ну что, Саша, сколько тебе стукнуло? 36. Ну ты уже уже взрослый мальчик, надо сказать. Да, уже все, детские игрушки кончились. Если только у детей не забираешь. Так, сам выберешь или я тебе выберу? Я тебе выберу, да? Ну давай. Вот. Большими буквами для тебя, чтобы было видно далеко. Знаете, какое напутствие?
Давайте громко пожелаем Александру. А вы не видите? Я думал, один я не вижу. Все у вас да будет с любовью. Хорошее пожелание? Давайте еще помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем точно знать, что всякий раз, когда мы приходим к Тебе с благодарностью и с просьбой о благословении, Ты никогда не игнорируешь нашу молитву, но всегда, Господь, отвечаешь на нее. И сейчас, Господь, мы возлагаем руку и благословляем Александра. У нас есть повод для этого. День его рождения, день, когда Ты дал ему появиться на этот свет. И мы говорим, Господь, спасибо Тебе за все эти 36 лет, что Ты его благословил, Господь. Каждый период его жизни было разные благословения. Самое главное Ты ему дал, Господь, знать о Тебе, принять Тебя и жить, Господь, по Слову Твоему. И Ты каждый раз помогаешь ему осуществить это в своей жизни. Господь, мы от всего сердца желаем Александру долгих-долгих лет жизни. Пускай, Господь, он насытится жизнью. Пускай, Господь, каждый день будет в радость ему, Господь. И как мы здесь читаем и Слово Твое, пускай все будет с любовью во имя Иисуса Христа. Благослови его супругу, его деток, работу, Господь, его служение в церкви. Благослови, Боже мой, особенно его служение с молодыми людьми в церкви во имя Иисуса Христа. Тебе да будет слава за все Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Господь благословит. С Алексеем песню спеть. Серьезно? Давай. Прямо сейчас? Да. Давай. То есть от Александра нам подарок. Добрый день. Ну, раз сегодня творческая программа, я обычно не пою, но для вас в свои 36... Сейчас спою. Сейчас спою. Раз, два, три. Просто это желание было у меня уже задолго, еще до дня рождения, там за недельку. В последнее время все вспоминаю гимны, которые мы пели в детстве, когда я был маленький. Они такие хорошие слова, хорошие тексты. Есть в них что-то. И душа, и сердце, и вера. И, Тимофей, включи, пожалуйста. Кто знает, вы подпойте. А с Алексеем мы попробуем спеть вместе эту песню, этот гимн. Люблю, Господь, Твой дом, чертог любви Твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю предвечный Бог, я церковь Твой алмаз. Ты как зрачок лучистых глаз, хранишь ее порог. Ты как зрачок лучистых глаз, хранишь ее порог. От церкви дорогой собрание душ живых, взываю сердцем и душой всегда в мольбах своих. Взываю
труда и крест ее скорбей. Спаситель и Господь, Ты церковь сам веди, дай силы все здесь побороть и в Твой покой войти. Дай силы все здесь побороть и в Твой покой войти. Я знаю, разделю, там 20 куплетов, с ней славу Раньше любили писать и петь. с ней буду петь я пред Тобой, спасенною душой. С ней буду петь я пред Тобой, спасенною душой. Поэтому спасибо, вот это такое желание, и как говорил Даниил Васильевич, все мы пшеница, и все мы важны друг для друга, поэтому спасибо вам, что вы есть, слава Богу. Сегодня еще день рождения у сына Татьяны Ивановны и Василия Алексеевича Алексея. И они хотят, наверное, несколько слов сказать. Аминь. Пожалуйста. Дорогому зятю 36, а Алексею 46. Вот сегодня, 2 октября, моя супруга Татьяна подарила долгожданного сына. Я, конечно, как Авраам, до 100 лет не ждал, но лет 5, наверное, ждал. В 71-м Надя родилась, а Леша в 76-м. Вот, лет 5 точно я ждал. Даже не верил, когда эта самая телеграмма пришла, что сын родился. Я говорю, неужели сын? Я говорю, пока не увижу, не поверю. Вот это Леша. И 24 года тому назад, тоже 2 октября, он создал семью. Поженились. День своего рождения. Двойной праздник. Мы от церкви передадим привет Леше Татьяне. Что я скажу? Мы хотим, конечно, очень рады всем моим детям, Господи. Я всех их люблю. Внучек, внуков, правнуков, правнучек. Всех я очень люблю. И вас тоже я очень люблю. Аминь. Спасибо вам всем. И всем я желаю всем здоровья, счастья, любви и семейного благополучия всем. Аминь. Идем подарок. Благословенный подарок для Леши. Угу. Да, это такие родители, они с пустыми руками не уйдут. Я вытащу, да? Да. Не ищи. Я как это не ищу? Конечно, буду искать. Так, я не вижу. Здесь уже маленьким шрифтом. Подержи, пожалуйста, микрофон. Это хорошие слова для него. Это вот то, что надо ему. Вот Бог, спасение мое. Уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь. Аминь. Это очень важные для него слова. И его, от всей нашей церкви ему всех благ, благословений. И также сейчас в молитве попросим Божьего благословения. Господь Бог наш, Ты призвал нас благословлять. Ты сказал, благословляйте. Без повода или с поводом. Мы благословляем, Господь, сегодня Алексея, у которого сегодня день рождения, 46 лет. И мы благословляем, Господь, прежде всего, прежде чем благословить, мы хотели бы поблагодарить за него, что он есть, что он радость, когда-то принес великую радость своим появлением для своего отца, который ждал сына, и ты дал сына. Ты дал, Господь, эту радость и благословение для всей семьи, для старших сестер дал младшего сына.
И вся сейчас семья молится и благословляет своего брата и сына, чтобы он, Господь, был вместе со всеми в церкви, со всей своей семьей. Пускай Господь, Он ровно дышит, радуется Господь от всего сердца, то, что Ты Его Спаситель, Ты Его Бог, Ты Его спасение. Пускай поет Он Тебе за это. Пускай эти слова, Господь, которые родители отнесут, пускай это будет для него таким хорошим вдохновением. Полагаться на Тебя во все дни своей жизни. Мы благословляем Алексея Твоим именем на все хорошее. От Тебя приходит только добро, наш Небесный Отец. Аминь. Господь да благословит Алексея, и ему большой-большой привет от нас. Ен мед буршиас, Алексей, ситияна стыджа буршиас. Енка. Аллилуйя. Давайте еще у нас здесь молитвенные нужды есть, принесем их перед Богом нашим. Благодарность Богу нашему за Его благость, за любовь, за все Его благодеяния, за все дары, за хорошее лето, за дочку, хороший урожай, помогает еще работать на даче, дает силы, здоровье. Благодарю Его за церковь, что можем славить Его, поклоняться Ему, за Его детей. Привет от Ромы. Так, это, видимо, Мария Андреевна, раз от Ромы. Господь, спасибо Тебе. Мы присоединяемся к благодарностям Марии Андреевны и благодарим Тебя, Господь, за все, что она перечислила. И благословляем, Господь, Рому, и принимаем его привет, и говорим, Господь, прибудь с ним везде, на всех путях, Господь. Храни его во имя Иисуса Христа. Аминь. Прошу помолиться за Василия Ширяева. Он едет учиться, чтобы Господь чудным образом помог с билетами. Так, Василий Ширяев, это брат из Подъельска, тоже едет учиться в библейскую школу. Наконец-то созрел, и жатва пришла в его жизнь, и пускай Господь действительно... Господь благословит его и с билетами, и с дорогами. Господь, благослови, пожалуйста, брата нашего Василия, который едет учиться в библейскую школу. Пускай ничто не удерживает его, семейные вопросы, финансовые вопросы, здоровье, может быть. Господь, открой ему широко эту дверь. Пускай он учится, получает знания и дальше служит церкви Твоей и народу Твоему во имя Иисуса Христа. Аминь. Хочу поблагодарить Господа Бога Иисуса Христа и Святого Духа за чудное исцеление. Слава Аллилуйя! Господи, присоединяемся к благодарности за Твои исцеления. Тебе да будет слава за все. Прошу помолиться за Василия, чтобы получилось сделать паспорт и проживание, и прописка в Москве, чтобы Паша пошел в школу. Так, это у нас, видимо, Марина, да, просит? Господь, благослови, пожалуйста, Василия с получением нового паспорта и проживания их в Москве, и учебы их сына Павла. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. И сразу же пришел уже ответ. Василий и Марина благодарят вас за молитвы. Прямо сразу же. Прошу помолиться за мою дочь и внука Александра и Глеба. Температура, кашель, пусть Господь исцелит их. Господь, во имя Иисуса Христа молимся Тебе за Александру и Глеба, за их исцеление, Господь. Ты целитель, и пускай они переживут Твою силу сейчас в исцелении. Во имя Иисуса Христа благословляем их. Аминь. Так, еще наша сестра из Вомана, Валентина Ивановна, просит помолиться. Скажи, да, ты, потому что вернее будет. Буквально пару слов. Валентина Ивановна передавала всем привет из села Воман. Хотела быть здесь с нами на празднике, но не может ввиду обстоятельств. Как вы знаете, она занимается хозяйством, и жаркая пора, не хватает работников, поэтому, как всегда, такой у нее труд. Передавала всем привет от своего хозяйства, вот, который будете кушать на столах. Это от нее, творог, сметана там. И очень просила молиться за дочку. Она родила
сына раньше времени и нуждается в молитвах, потому что находится в больнице и как бы нуждается, чтобы ребенок был здоров, чтобы мог жить. Поэтому нужно молиться. Просьба, вот она просила церковь молиться об этом. Молимся, помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим сейчас к Тебе с молитвой. Это большая нужда, Господь. Человек пришел в этот мир, но чуть-чуть раньше пришел. Но и в этом Твоя воля также есть, Господь. Мы просим благословения сейчас Твоего на здоровье младенца, на здоровье роженицы. Господь, у нас великое множество свидетельств, как Ты чудесным образом восстанавливал, как Ты чудесным образом давал, Господь, развиваться младенцам, которые раньше срока появились на этот свет. Во имя Иисуса Христа пускай ничто не будет в его жизни докучать, но, Господь, да будет он здоровым, чтобы все органы, мы благословляем сейчас все органы в его теле, чтобы они доразвились, Господь, до этого нормального состояния. Во имя Иисуса Христа дай мир и спокойствие маме и папе, Господь, и бабушкам, и дедушкам, всем родственникам. Пускай они, Боже мой, с миром обращаются к Тебе в сердце. Дай им этот покой и упование на Тебя во имя Иисуса. Мы же благословляем сейчас и ребеночка, младенца, и роженицу Твоим исцелением, Твоим восстановлением, Твоим здоровьем во имя Иисуса Христа. Аминь. А можно еще одну нужду? Мы молились здесь недавно, 2 служения назад, за Нагорного Виктора из Москвы, руководителя миссии Гедеон. Мы сейчас созвонились. Он прошел медицинское обследование, у него рак обнаружен в желудке, и уже метастазы в печень пошли. И как бы говорят, что даже операции нет смысла делать. Вот. Просит он верит в чудное божественное исцеление, ждет от Бога чуда. И я хочу, чтобы мы просто поддержали его в этом и молились эти недели, месяцы, которые есть у нас, за его полное исцеление, за то, чтобы Господь исцелил его от рака. Мы знаем такие исцеления, они есть у Бога. Вот поэтому прошу, пастор. Аминь. Спасибо. Знаете, иногда Господь дает какое-то удостоверение, когда вот мы слышим о таких болезнях, иногда приходит такая уверенность, что человек исцелится, а иногда приходит уверенность, что человек не исцелится. И ты знаешь об этом. Я не знаю, есть ли у кого-то уверенность в этом исходе этой болезни, у брата служителя, у меня нету этой уверенности. Поэтому пока Господь не сказал, не молитесь, я его заберу по этой болезни, мы будем молиться. И мы будем провозглашать Божью силу на нем и взывать, чтобы Божья милость явилась, и чудо явилось в его жизни, и пришло очищение от этого заболевания. Отец наш Небесный, Ты призвал нас благословлять друг друга. Ты призвал нас, Господь, желать друг другу здравия, исцеления, спасения, силы. И мы сейчас, Господь, это делаем для нашего дорогого брата, у которого врачи обнаружили болезнь, которая редко исцеляется без явного чуда. Но, Господь, так как Ты не проговорил, что это болезнь к смерти, то мы верим, что это болезнь не к смерти, а к славе Твоей. Господь, сотвори свое чудо в жизни дорогого брата, Твоего служителя, Господь. Дай понимание, Господь, ясность от Тебя. Это слово знание. Что Ты через эту болезнь хочешь сказать? Проговори ему, проговори, Господь, те, которые вместе рядом с ним, пускай сердца наполнятся миром и спокойствием во имя Иисуса Христа. Мы же уповаем, Господь, что в Твоей власти есть исцеление. Мы провозглашаем, да покинут все клетки, умирающие, вымирающие, онкологические, тело нашего брата во имя Иисуса Христа. Аминь. Привет ему большой от церкви. Господь проговорит. А чего это вы, скрываетесь?
Дорогой ты мой, Илюша, когда у тебя был день рождения? Ой, как ты долго отсутствовал в церкви. Что случилось? Где ты был? Дома. Тебя удерживали? Не пускали в церковь? Или ты сам не хотел? Ты долго скрывал, что тебе уже 8 сентября день рождения? Нет. А вы отметили его дома? Да. О, ну тогда все хорошо. А сколько лет тебе? 8. 8 сентября тебе исполнилось 8 лет. Да. А ты знаешь, что значит цифра 8? А кто знает? Твоя жизнь бесконечна. Представляешь? И ты 2 раза тебе Бог подтвердил. Даже не думай, что твоя жизнь коротка. Она будет долгой, счастливой и бесконечной. Аминь? Аминь. Ты подарок хочешь? Да. Ну, хорошо. О, тихо. Давай-ка мы тебе выберем. Ты посмотри. Интересно, прямо это знаешь что, Анита? Да? А она тебе говорит, Анита тебе говорит: знай, Илья, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный. Нормальное слово? Вот, это тебе. Повесь это и всегда помни. Анита тебе напоминает. Давай помолимся. Отец наш Небесный, спасибо тебе за нашего дорогого Илюшу. Спасибо тебе, Господь, что 8 лет ты радуешь им своих родителей, отца, маму, 2 сестер своих, Господь, и церковь радуешь, Господь. Спасибо тебе за это. Благодарю тебя, что его жизнь действительно бесконечная. Нет ей конца. Мы будем жить здесь, на земле, а потом вместе будем и в вечности с тобой. Благодарю тебя, Боже мой, что у него очень хорошее начало. 8 лет церкви. И пускай Господь всегда так будет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будь с Богом. Все, будьте благословенны. Там столы уже накрыты. Пожалуйста, вначале посадите за столы гостей, а потом садитесь сами. Будьте благословенны. Yes, you
spomte, radīte man vietu tam šķišķies tavas navī. Iisus, lai radīte mīja našomte, kuštuite mūni vien šilami pomte, kõvas ne taisi põlipi. Iisus raudsa la šala